میشناسید در شرکت فبریک کار میکنید که مدینه بانو امروز عکس خود را سر دست که مراجعت ما به زنها فرق نداره شما در کدام دولت این سال از 14 تا 100 سال هستین دخترکو زنهای خانه‌نشین تا حتی زنهایی که کلی نبردارن باور کنید کار کردگن صاحب همه چی انشالله میشین فقط باوری به خدا و بعدن بختان کرین گپی یگان کازا گوش نکنید. В последнее время стал сильно развиваться сетевой маркетинг. У нас появилось много компаний, таких как ИПАР, Таньши, Хаят, что там еще, Фаберли, которые предлагают приобрести оздоровительные препараты и возможность заработать на этом. Дозволено ли работать в таких компаниях? У них такая система. Ты подписываешь под себя людей, и они в свою очередь подписывают под себя, и за каждого нового подписчика ты получаешь бонусы. Если вы приобретаете их товары в целях лечения, шариат это не запрещает. Предположим, вы пьете их чай, пользуетесь кремами этой фирмы. Все это разрешено шариатом, при условии, что их продукция не наносит вам вред. Но если вы работаете там не с целью оздоровиться, а затем, чтобы собрать под себя как можно больше людей и получить деньги через них, тогда вы уже начинаете выходить за рамки нашей религии. Ислам не одобряет, когда кто-то наживается, не прикладывая своих усилий. Да, кстати, если я, работая в данной компании, привожу туда еще моего друга, а компания мне за это платит, то это нормально. Но если мой друг приведет еще кого-то, и мне выплачивают деньги за того, кого привел мой друг, здесь мой заработок уже считается харам. هم از جمله عالم‌های زاهدان هم از جمله عالمان شارقه حجتاش آمدن حکم حرام دادن و شرط گذاشتن که گفتن که از همه آن چیزی که حرام کننده این تجارت است اینجا تجارتی با شرط است شرطی یعنی تجارت با شرطی شد تجارت حرام میگردد تجارت شرط نیست مثل که اگر یک همه آدمی که در همون کویسر میدراید خودشون میدانند تا دو آدم دیگر شرط همیه تا نیاری دو آدم دیگر تجارت و چی است دوام نداره برای همین شرط همین تجارت حرام کردگی است